Почему сенаторы Таджикистана не услышали гражданское общество и СМИ? Они не стали рассматривать обращение организаций гражданского общества и СМИ с призывом не принимать поправки против журналистов. Обращение гражданского общества, СМИ и журналистов с призывом не принимать поправки в КАП относительно штрафов за ложную информацию о COVID-19 не было рассмотрено на сегодняшнем заседании. Об этом Азия Плюс сообщил глава Горно-Бадахшанской автономной области и заместитель председателя Маджлиси Мили Идгар Файзов. Я не был в курсе обращения. На сегодняшнем заседании Маджлиси Мили не говорили об этом и обращение не обсуждалось. Возможно, не было официального обращения и поэтому не обсуждали. Обычно, если официально обращаются к конкретному члену Маджлиса, то обращение обязательно обсуждается и члены Верхней Палаты принимают его во внимание, сказал Идгар Файзов, Азия Плюс. Члены Верхней Палаты сегодня одобрили поправки в КАП, согласно которым за распространение ложной информации через интернет, СМИ и другие средства электрической связи о пандемии и в период распространения опасных для человека заболеваний предусмотрены штрафные санкции от 580 сомани для физических лиц и до 11 600 сомани для юридических. В пресс-службе Верхней Палаты парламента сообщили Азия Плюс, что им неизвестны причины, почему обращение не было рассмотрено. Я не присутствовал на заседании, поэтому не знаю причин и никак не могу комментировать. За обращение отвечает отдел обращения граждан, сообщил Азия Плюс пресс-секретарь Навруз Курбанзода. Между тем, представителей частных и зарубежных СМИ в зал заседания не пустили. В пресс-службе Верхней Палаты сообщили, что не пустили не только журналистов независимых и зарубежных СМИ, но и государственных. Как знаете, у нас зал заседаний маленький, а в условиях пандемии нецелесообразно собирать большое количество людей в маленьком зале. В целях безопасности было принято решение временно ограничить количество посетителей на заседаниях. Поэтому пригласили только одного оператора и журналиста ТВ Таджикистан. Повторяю, что это связано только с мерами безопасности в условиях пандемии. Когда ситуация разрешится, не будет никаких ограничений, сообщил Навруз Курбанзода. Обращение организации гражданского общества, СМИ и журналисты было доставлено в секретариат Маджлиси Мили еще 23 июня и было адресовано председателю и депутатам Маджлиси Мили, Маджлиси Оли РТ. Обращение также было направлено президенту страны, как гаранту Конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина. О чем говорится в обращении? В обращении организации гражданского общества, СМИ и независимые журналисты призвали президента и председателя Верхней Палаты парламента страны не подписывать и не принимать данные поправки КАП. Отмечается, что принятие и вступление в законную силу данных поправок серьезно ухудшит и без того сложную ситуацию со свободой слова в стране. Поправки усилят цензуру и самоцензуру среди редакций СМИ, журналистов и правозащитников, а также ограничат доступ населения к информации о распространении опасных заболеваний, тогда как граждане имеют право на получение информации об уровне заболеваемости населения и факторах, влияющих на их здоровье, говорится в обращении. Подчеркивается, что поправки могут послужить поводом для преследования и привлечения к ответственности не только СМИ и журналистов, но и гражданских активистов за распространение информации, которая может быть интерпретирована как заведомо ложная. Под обращением подписались 28 организаций и журналистов.